Меня зовут Дунаев Сергей Викторович, я директор компании PHP Professional Hygiene Products. По образованию инженер-геофизик, Политехнический институт закончил в 2006 году, наш казахстанский. По профессии уже давно не работаю, сейчас занимаюсь производством. Мы занимаемся производством бумажно-гигиенической продукции для населения, для ресторанов. У нас два направления. Одно направление – работа с магазинами, то, что связано с продуктами для населения, и работа с хорико – это направление рестораны, кафе, кейтеринг. В 2000-х годах очень активно начало развиваться импортозамещение. Ну и появилась потребность в отечественных товаропроизводителях, и мы решили открыть свое производство, чтобы участвовать в тендерах, ну и продавать продукцию более дешевую для нашего населения, естественно, более качественную. Производство у нас не полного цикла. Мы покупаем бумагу-основу и ее перерабатываем. Полный цикл – это когда бумагу-основу сами производим тоже и доводим до конечного продукта. Мы вкладываем в это дело и душу, и интересы. У нас есть какие-то интересные решения, которые мы до сих пор еще не воплотили в жизнь. То есть творческий подход, он везде присутствует на производстве. Мне поэтому очень интересно заниматься производством. То есть воплощаешь в жизнь все свои идеи и, очень приятно видеть плоды своего труда. Мы производим практически всю бумажную продукцию, которая в настоящий момент выпускается. Это и салфетки кухонные, и салфетки косметические, туалетная бумага, в мини-рулонах, джамбо-рулонах, полотенца кухонные, тоже маленьких рулонов стандартных и больших, и полотенца для рук. В общем, все, что выпускается, мы все производим. У нас сейчас где-то около 20 станков. Производство бумаги, оно должно быть всегда локальное. Потому что если мы берем длинные перевозки, то логистика все съедает, то есть весь доход фактически. Далеко бумагу возить вообще невыгодно. Фактически получается, что из-за одной фуры сырья можно сделать от 3 до 5 фур готовой продукции. То есть поэтому выгоднее привезти продукцию и здесь ее переработать, произвести и все. Поэтому хоть мы и работаем по всему Казахстану, но, естественно, в Алмате у нас самые низкие цены. Мы сейчас перерабатываем порядка 200 тонн сырья в месяц, но, скажем так, у нас есть возможность перерабатывать в разы больше. То есть это небольшой объем, совсем небольшой. Многие вещи мы выпускаем, допустим, такие, которые никто другой у нас, допустим, в Казахстане точно не выпускает. Последние салфетки у нас цветные идут, да, то есть в коробочку ты когда их складываешь, получается так, что человек видит, что у тебя там в конце идет. Мы такие коробочки, допустим, поставляем в Аэростану. Это очень удобно в самолете, когда люди уже видят, ты не знаешь, сколько там осталось в конце, но когда ты видишь сигнальную салфетку, ты сразу же можешь понять, что у тебя надо поставить новую пачку. Я бы сказал, что банки помогают, безусловно, да, но рассчитывать полностью на банк не стоит однозначно, потому что у банковской системы есть определенные особенности, и если вы получаете кредит и рассчитываете, условно будем говорить, на одну сумму, то уверяю вас на 100%, что банк вам ее обрежет. То есть это страховка банка, банки относятся к этому очень серьезно, и, скажем, в 90-е годы можно было кредит получить более легко, и много было невозвратов, то сейчас, по-моему, очень мало невозвратов. По крайней мере, я даже не знаю такие компании, которые не вернули бы свои кредиты. Но банки дают деньги под хорошие залоги, твердые залоги. Причем эти залоги часто оцениваются даже не в половину стоимости, а до 30% скидку делают. Мы сейчас работаем с банком Центр Кредит. Мне нравится этот банк. У них очень нестандартный подход. Я бы даже сказал, что один, наверное, из лучших подходов именно в плане обслуживания и всевозможных инновационных решений. У них очень много всяких предложений в плане... простой пример с овердрафтами, да? Значит, у них это называется кредитный лимит на счет. То есть
для того, чтобы получить овердрафт в каком-то другом банке, тебе нужно там собрать целую кучу документов, подготовить их, там все они проанализируют. А в Центркредите эта операция фактически автоматически происходит. То есть там, естественно, у тебя нужна какая-то история про твоих продажах, обороты по счету, и банк тебе сам предоставляет эту услугу. То есть ее не надо там дополнительно рассматривать, там какие-то проводить кредитные комитеты и все остальное. Это очень удобно, и когда мы пользуемся этими услугами, потому что если иногда нужны деньги, и срочно нужны, то есть ты просто обращаешься в банк, вот просто написал заявление, и тебе тут же выдали эти. Безусловно, мы пользуемся услугой банка, это зарплатные проекты. То есть по зарплатным проектам тоже очень удобно. Нет нареканий у меня от наших сотрудников. То есть все очень быстро, эффективно. Самое главное, наверное, это сбыт, я бы так сказал. Потому что наладить производство очень сложно, но его можно наладить. Но если ты будешь выпускать продукцию, которая не будет пользоваться спросом, то весь твой бизнес и все, что ты там сделал, оно никому не будет нужно. То есть ты, грубо говоря, прогоришь. Поэтому, естественно, в первую очередь нужно налаживать сбыт. Если сбыт налажен, то у тебя идет все хорошо. То есть чем больше у тебя спрос, тем, скажем так, выгоднее тебе работать. Если бы мне сказали сейчас, вот я бы находился, скажем, отмотать назад, там 20 лет, я бы подумал, очень сильно бы подумал, стоит ли открывать производство свое, потому что производство – это очень сложно. То есть я всегда говорю, что прежде чем что-то начать, надо посчитать. И хватит у тебя денег, сил, возможностей и всего остального. Но когда ты первый раз это начинаешь, ты, естественно, как в брод заходишь, ты, не зная брода, несуйся в воду. Так и здесь получается, что я бы еще 15 раз подумал, стоит или не стоит. Но в любом случае, я оптимист, и мне всегда интересно заниматься чем-то новым. Сложности, безусловно, есть. Я не готов ответить, начал бы заново или нет, но открывать второе производство сейчас я уже точно бы не стал. Предпринимателям я бы, наверное, посоветовал, может быть, более активно действовать, смелее. Я бы не сказал, что более расчетливо, но, безусловно, надо подумать. То есть с головой бросаться в неизвестные какие-то вещи, наверное, не стоит. А вообще предпринимательство и какое-то производство – это очень-очень интересная вещь. И у кого есть творческий подход, какое-то желание, дорогу осилит идущий.